Урок 9. Причастие. Ичуахира всем. На этом уроке мы познакомимся с такой темой, как причастие в лезгинском языке. Я считаю, это очень необходимая тема для изучающих лезгинский язык. Итак, причастие – это особая неспрягаемая глагольная форма, которая называет признак лица или предмета по их действию или признак лица или предмета как объекта, подвергающегося действию со стороны другого лица или предмета. Например, «Тикёнда качур ктаб» – книга, купленная в магазине. «Тикёнда качузвай ктаб» – в магазине покупаемая книга. «Тикёнда качуда ктаб» – книга, которая будет куплена в магазине и так далее. Причастие в лезгинском языке как самостоятельная категория с атрибутивной функцией не получило широкого распространения, за исключением причастия прошедшего времени. В роли причастия других времен используются следующие временные формы глагола. Прошедшее длительное первое. «Качузвай ктаб» – книга, которая покупается. Прошедшее длительное второе. «Качузмай ктаб» – книга, которая еще покупается. Прошедшее длительное 3. «Качудай ктаб» – книга, которая будет покупаться. Давно прошедшее результативное. «Качунвай ктаб» – купленная книга. Причастие как особая категория соединяет в себе признаки глагола и имени прилагательного. Как глагол оно имеет формы времени, сохраняет управление, свойственное глаголу, а как прилагательное может субстантивироваться и изменяться по числам и падежам. Единственная форма причастия прошедшего времени образуется от основы перфекта при помощи следующих морфем. Ай, ей, аи, еи, р. Причем ай, аи сочетается с основами на гласной заднего ряда, а ей, еи с основами на переднерядной согласной. Например, ай, ату прийти, атай. Авату выпасть, аватай. Агату приблизиться, агатай. Ацу наполнится, ацай. Галату отцепиться, галата. Ату отрезать, ата и другие. Ей. Эчи полоть, эчей. Чки наладиться, чкей. Чки давить, чкей. Чхы мыть, чхей. Эфи нагреться, эфей. Эти разрушится, ицей. Аи. Ру принести, гаи. Ху пить, хои. Цу налить, цаи. Ху родиться, хаи. Ху быть, хаи. Ку идти об осадках, кои. Ку гореть, каи. Цу пахать, цаи и другие. Еи. Фи идти, феи. Хи умереть, хи. Хы беречь, хи. Гю жать хлеб, гюи. Кю щить, кюи. И так далее. Как видно, при помощи последних двух аффиксов образуется причастие от односложных глаголов, корень которых состоит из одного согласного звука. Конкордация аффикса причастия не имеет места в том случае, если ударение остается на основе слова и не переходит на морфему. Хелу – обидеться, хелай. Келу – читать, келай. Чкыру – наладить, чкырай. Кылу – танцевать, кылай. Чкуру – разрушить, чкурай. И другие. На букву «Р». Аву – делать, авур. Чугу – тянуть, чугур. Тку – зарезать, ткур. Аку – видеть, акур. Качу – брать, качур. Вахчу – забрать, вахчур. Ку – держать, кур. Ту – оставить, тур. Тю – есть, тюр. И другие. Так, формы причастия прошедшего времени, а также временные формы глагола, способные употребляться в значении причастия настоящего времени, при субстантивации склоняются по типу субстантивированных прилагательных. В качестве аффикса субстантивации в единственном числе выступает «ди», а во множественном числе «бур». Атрибутивное причастие. Феи – прошедший. Субстантивированное причастие. Феиди – единственное число, феибур – множественное число. Хии – умерший, хииди – хиибур.
Атай – пришедший, Атайди – Атайбур. Кса – заснувший, Ксади – Ксабур. Кур – пойманный, Курди – Курбур. Тур – оставленный, Турди – Турбур. И так далее. Для полного понимания перейдем к примерам с этими словами. Например, зумфидио – я ходил, то есть я есть ходивший куда-то, например. Зас фиибур акунач – я не увидел ходивших, то есть тех, кто пошел куда-то. Фиич авар – прошедшие времена. Кур касни авоч – никого не задержали, то есть задержанных или пойманных никого нет. Ксабур ахвара аудна – разбудили уснувших или заснувших и так далее. Теперь переходим к склонению в падежах. Образец склонения субстантивированного причастия. Именительный падеж – атайди – пришедший, атайбур – пришедшие. Эргативный – атайда – атайбуру – то же самое, пришедшие – пришедшие. Родительный падеж – атайда – пришедшего, атайбуру – пришедших. Дательный падеж – атайдаз – пришедшему, атайбруз – пришедшим. И так далее. Дальше перевод зависит от контекста. Сразу просто без контекста их перевести не получится. Итак, субстантивированное причастие, как и субстантивированное прилагательное, предложение может употребляться в значении реального субъекта, прямого и косвенного объекта определения, а также знаменательной части составного сказуемого. Например, «Цехтюрда келел цаяла» – у съевшего козла на голове огонь, то есть у вора шапка горит. «Дуолгал чертар яхшеда» – дерево, не имеющее корней, свалится. И так далее. На этом я хотел бы закончить свой 9-й урок лезгинского языка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем спасибо за просмотр. Саграй.